Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... С обретением независимости в 1991 году началась новая глава в истории Казахстана, первые страницы которой написаны ее первым президентом. На плечи Нурсултана Назарбаева легла тяжелая историческая миссия по сохранению и объединению Казахстана. Когда встал вопрос выбора перед страной, он взял ответственность на себя, многое создавая впервые. Государственные символы, национальную валюту, установление дипломатических отношений и делимитацию государственных границ, рыночную экономику, новые государственные институты. В поисках будущего вектора развития Казахстана он принял нестандартное, смелое решение, которое тоже было понято не сразу. Перенос столицы из Алматы в Акмалу. Сегодня Астана стала символом нового Казахстана и символом успеха реформ Назарбаева. Масштаб личности Назарбаева как политика выходит далеко за рамки государственного деятеля Казахстана. Его по праву приравнивают к ведущим политикам мира. Президент – инициатор межгосударственного и межконтинентального мирного диалога. Создание СВМДА, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, инициативы по созданию Содружества и Шанхайской организации сотрудничества, активная позиция в ОБСЕ и ООН – лишь часть реализованных идей Назарбаева как международного политического деятеля. Его политика многовекторности, которую ранее критиковали за слишком широкий охват целей, дает свои плоды. Назарбаевская многополярность за сравнительно короткий срок обеспечила Казахстану место в мировой истории. Первый шаг в контексте мирового расклада сил Назарбаев сделал еще будучи руководителем Казахской ССР в 1989 году, заявив на весь мир о закрытии ядерного полигона в Семипалатинске и отказе от ядерного арсенала, предложив мировому сообществу развивать атом лишь в мирных созидательных целях. Все шаги, предпринятые Назарбаевым в течение 2 десятилетий по созданию экономического союза на территории бывшего СССР, увенчались подписанием в Астане в 2014 году договора о создании Евразийского экономического союза. Это, по сути, воплощение его инициативы и продолжение программы «10 шагов навстречу простым людям», озвученной им еще в начале 90-х годов. Тогда глава Казахстана предложил лидерам новых государств пойти навстречу бизнесу и всем людям, волею судьбы оказавшимся по разные стороны границ, создав условия для свободного передвижения людей, капиталов и товаров. Другим странам потребовались десятилетия, чтобы сделать реальные шаги навстречу друг другу и принять необходимость этой жизненной сентенции. Международные инициативы Нурсултана Назарбаева не исчерпываются стремлением к интеграции с мировым сообществом. Глава Казахстана смотрит на сближение народов в более глобальном масштабе, считая, что духовность способна объединить людей не меньше, чем экономика, и созывает уникальный форум в истории планеты – съезд мировых религий и духовных лидеров, предоставив Казахстану возможность стать в истории человечества связующим мостом между цивилизациями. Сегодня Назарбаев мог бы без преувеличения заявить, что достижение Казахстана – это достижение его первого президента.
geleceğinizdir. Не убивайте детей, они ваше будущее. Чтоб без войны все в мире жить могли, пусть льдины злобы и вражды растают. Дружить давайте, люди всей земли, в глазах пусть наших дружбы свет сияет. Желаем людям всей земли, чтоб они дружно жить могли, чтоб наступил мир на планете, спокойно жили взрослые и дети. Как и в этом стихотворении, генерал военной воздушной силы Афганистана, вице-президент Международного объединения генералы «Мира за мир» Отак Абдувакил желает всем мира на земле через телеканал «Пирамида» на программе «Мост дружбы». Отак Абдувакил, генерал военно-воздушной сил Афганистана, в своей учебе получили Фрунзе, тогда было. Сейчас вы являетесь вице-президентом Международного объединения генерала «Мира за мир». Откуда начинается Родина? Родина – это та географическая местность, где ты родился. Это Родина, которая имеет свои границы. Где ты родился, где ты жил, где ты учился, где жили твои детки, папа, мама. Это называется Родина, которая все мы должны его уважать и работать на ней, и просветать его, чтобы люди там жили, люди учились, люди работали, люди все сделали на благо народа. Вот это и называется и Родина. И всегда так говорят народы, что Родина – это как мать. Одна мать, а другая большая мать – это твоя Родина, где ты родился, где ты жил, где ты воздух получил, где ты воспитание получил, где ты учился. Вот это и есть Родина. И вы воздух получили и в Бишкеке, в Кыргызстане? Это тоже у нас всегда мы говорим, что это у нас вторая страна. Я и в Киргизстане учился, это очень хорошая страна. Я еще и на Украине учился, академию на Украине закончил. Это тоже мы на благо этого должны думать, делать. Вот сейчас мы очень переживаем, когда на Украине так плохо. А Бишкек, когда действительно здесь был очень сильный учебный центр во Фрунзе. Здесь учили не только с Афганистана, а с многих других стран, арабских стран, с африканских стран. И были даже с Европы здесь учились. Союз, который был, тогда был Советский Союз. Так что это все Родина считается. И везде надо, на благо этих народов надо работать. А самая главная работа – это то, чтобы везде старались люди, чтобы был мир, не была война. Люди жили, учились, воспитали, женились, дети родили. Вот это человеческая задача.
Вы возглавляете по Афганистану Международное объединение генералов мира за мир, вице-президентом, видевший войну. Вы как генерал, ваши советы, что можно сделать, чтобы войны не было? Вот то, что не было войны, это есть страны, которые сейчас каждый народ в каждой стране, который живет, они до сих пор не смогли использовать всю свою страну, сделать все его. А еще есть страны, которые хотят, другие страны что-то себе взять. Вот это получается войны. Лидерство, да? Да. Если каждый человек думает, что вы в своей стране еще не все сделали, что и чужие страны смотреть, тогда будет мир. Надо, чтобы все люди были за мир. Если все объединятся и будут говорить только мир, те единственные маленькие категории, которые хотят войны, они тоже будут причиняться вот этой большой толпе народа. Но с дружбой. Что значит дружба, по-вашему? Дружба – это сейчас мир, чтобы считать мир как всем один дом, чтобы все страны имели связи с другими странами. Вот сейчас видите Европейский Союз, у них нет между собой границы, они друг друга ходят, нет там войны. Надо, чтобы во всем мире такого было, чтобы люди жили в мире, не было границы, они ходили, друг друга узнали, какие различные культуры у народов есть. А война – это только от него ничего в результате не будет, только разрушение, время терять, люди не учатся, люди остаются безграмотные. Вот поэтому надо стараться, и наше объединение только для этого и она сделана и построена, чтобы мы воспитали патриоты, и чтобы каждый человек был патриот в своей стране, и он предотвратил везде войну, чтобы не было войны. То, кто не против войны, это значит член нашего объединения. Ваш совет нашим молодым поколениям? Совет молодым поколениям – это что то, что видели их дети, предки, чтобы такого больше не было. Молодежь должен учиться, получить звание, работать где на благо свою родину, на тот специальность, который он учился, и предложить всегда другим, чтобы они были против войны и не воевались. Молодежь только чтобы учиться, работать, жениться, детей делать, детей воспитать и работать на благо народа. И быть против войны, где бы она ни была. Спасибо большое. Бурса. Первая столица Османской империи, четвертый по величине город Турции после Стамбула, Анкары и Измира. Бурса расположена у подножия горы Улудаг и находится всего в 156 километрах к югу от Стамбула и в 28 километрах от побережья Мраморного моря. В древности гору Улудаг называли Мизийским Олимпом. Согласно легенде, именно с вершины этой горы боги наблюдали за ходом Троянской войны. Бурса, как и большинство населенных пунктов Турции, имеет богатую историю и пережила множество исторических эпох, каждая из которых оставила здесь свой отпечаток. Город Бурса – это яркий пример декорирования мечетей ранней османской архитектуры, фасад которой облагорожен белым мрамором, залы же облицованы изразцами зеленого и голубого цветов. Зеленый мавзолей – восьмигранное сооружение, покрытое конусообразным куполом. Мавзолей был построен для султана Мехмеда II Челеби за 40 дней до его смерти. Также в этот комплекс входит и зеленый медресе, здание которого ныне используется как музей турецкого и исламского искусства Бурсы.
Бурса – один из древнейших городов мира, занимает особое место в истории Турции. Это первая столица османов, перипетии создания государства которых хорошо известны любителям турецких сериалов. И отсюда же началось возрождение османского государства, которое оказалось навсегда уничтожено завоевателями в начале 15 века. Жители Бурсы по праву гордятся своим городом и являются гостеприимными хозяевами. В городе много достопримечательностей. Например, знаменитая Зеленая мечеть – это памятник архитектуры. Султан Мухаммад пригласил лучших на тот момент зодчих, резчиков по камню и каллиграфов, итог работы которых и сейчас вызывает восхищение. Şu anda Bursa'mızın manevi şahsiyetlerinden Emir Sultan Hazretlerinin türbesindeyiz. Действительно, османиты не просто занимались завоеваниями, а они после себя оставляли великий след для всего человечества, в частности для мусульман. Больницы, мадресе, мечети, джами. Эти были люди, которые действительно подняли ислам на совершенно невидимые для человеческой цивилизации пьедестал. Это наша гордость. Они, захватив Бурсу, они ее не разрушили. Они, сделали ее больше, краше. Они создали на основе этого города, этих мест новую цивилизацию, османскую цивилизацию. Bağlayınca, onların sözlerini tutunca Allah da onları muzaffer kılıyor. Osman Bey'e Şehede Bali, Orhan Gazi Han'a bu mübarekler, diğerlerine de işte Sultan Fatih'e, Akşemseddin'in olduğu gibi bizler hem zahiri sultanlarımızı hem de batini sultanlarımızı asla unutmamalıyız. Другими значимыми достопримечательностями города являются шелковый рынок Козахам, который был возведен в 1490 году рядом с мечетью Улу, где и сегодня, как и 500 лет назад, торгуют шелком и разнообразными шелковыми изделиями. И комплекс Мурадие или комплекс султана Мурада II, построенный в 1426 году, в который входят мечеть, медресе, хамам и 12 мавзолеев, принадлежащих османской семье. Все эти памятники раннеосманской архитектуры Бурсы вместе с сохранившейся османской деревней Джумалы-Кызык внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. А сам город, несмотря на то, что давно является индустриальным центром с населением более миллиона человек, сохранил удивительную атмосферу одухотворенности и покоя. Поэтому не случайно, что не только иностранные туристы, но и жители самой Турции с большим желанием приезжают сюда снова и снова.
Недавно в Москве состоялся концерт тюркских народов под названием «Мост дружбы». Это мероприятие можно считать одним из наиболее амбициозных проектов года. Концертная программа была очень разнообразной. Здесь озвучили народные песни и множество зажигательных танцев разных культур. Ну а национальные костюмы были яркими и красочными. Театр начинается с вешалки. Мы приходим в большой красивый холл Дома музыки, и прямо с порога начинается лезгинка. Если мы проходим дальше, там уже другая лезгинка, другого народа. Там были кумыки, там были уйгуры, все тюркские народы. Они прямо в коридоре уже представили свои национальные костюмы. Они представили свои танцы, уникальные песни. Вот у нас, например, мы вот эту идею, чтобы уже с порога почувствовать этот колорит национальный, эти костюмы, вот это настроение, чтобы передать, мы это возьмем себе в вооружение на будущих предстоящих концертах татарских в Кремле. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Всегда приятно посещать мероприятия, где много разных национальностей, где культура схожа, где люди дружат. Чаще татарам не хватает таких мероприятий, где бы мы чаще встречались, слушали наш фольклор, смотрели наши народные национальные танцы. Поэтому если такие мероприятия среди нас будут чаще, это, наверное, будет более идти к дружбе народа и к общему единению народа. На этот вечер мы пришли со всем нашим составом штаба, познакомили их с национальными культурными танцами и песнями. Очень приятно побывать на таком концерте, как «Мост дружбы», фестиваль народных выступлений, где можно увидеть именно выступления разных народов, и Азербайджана, и крымских татар, и азербайджанцев, Узбекистан. На этом вечере мы даже в антракте посмотрели, как они на самом деле сами танцуют, и вызвали нас танцевать. Очень было весело. Я была в Крыму, и мне очень понравилась их культура, культура крымского народа. Мне очень понравились танцы, песни. Все очень красочно, зажигательно, сплоченно. И здорово, что проводятся такие праздники, которые соединяют разные народы и делают их более дружными. Мы должны объективно относиться. Мы вот, например, выходцы из Казани.
У нас в Москве основная часть татар в Москве – нижегородские татары, есть рязанские, есть астраханские, есть разные. Делявир относится к крымским татарам. И вот он является сейчас связующим звеном, мостом дружбы между всеми татарами Москвы и крымскими татарами. Я думаю, что это сотрудничество в дальнейшем будет развиваться и продолжится. Концерт Делявира, концерт тюркских народов, он очень нас воодушевил и сподвигнул на дальнейшие сборы тюркских народов. Мы провели ифтар совместный тюркских народов, мы провели вот на Сабантуй, сейчас приглашаем тюркские народы, и также с проблемами языка связанные. Мы также на все свои круглые столы сейчас приглашаем представителей тюркских народов. Единый народ в единой стране. Вот наш лозунг. В дальнейшем мы хотим сделать чемпионат по футболу. В составе будут тюркские народы. И также, значит, в Москве мы должны вместе общаться. Штаб татар Москвы здесь. Мы организовываем такие клубы по интересам, по профессиям. Я думаю, что это будут встречи очень плодотворные, и они все нам будут очень полезны. Çolpon ata, göp güncürdüm, gönül aça, ömrüme ömür koştum, bağır alap, sergi pasa. Коллектив организовали в 2006 году. Надо отметить, для его создания огромный труд проделала Тилек Буранчева. Несмотря на зимние холода, мы объезжали каждый район и работали. И это прекрасно, что сейчас у нас такие достижения. Если говорить о заслугах Тилек Буранчевой, то мы выражаем огромную благодарность за то, что собрала нас, вела работу с каждой из нас. Это же ведь трудно, мы ведь здесь из разных сфер деятельности. Она смогла объединить нас не только музыкой, но и рукоделием. Недавно в Чолпан-Ате прошел фестиваль культуры тюркоязычных народов, где мы приняли участие и также заняли хорошие места. Хочу сказать благодарственные слова и нашим тюркоязычным друзьям, ведь мы братский народ.
жаштарга, бизден кийинки жаштарга үлгү көрсөтүп, кыргыздын элечек деген эмне билбейт. Азыркы жаштарыбыз кыргыздын көйнөгү эмне муну билбейт. Кыргыздын чыптамасы эмне муну билбейт. Мынандай теге кыргыздын оймолор түшүлгөн эмелер билинбейт, муну билишпейт. Ушуларды баягы кыргыздын салт санаасын үйрөтүү, биздин жаштарга, муундарга калтыруу. Биз атабыздан келаткан салтты унутпашыбыз керек. Жаш муундарыбызга үйрөтүп, алар өзлөрүнөн кийинки жаш муундарга үйрөтүш керек. Биз эмне мисал үчүн кыз узатуу жана кызды күйөөгө берип атканда тойго чакырышат, кыз узатууга барабыз, тойго катышабыз, жар айтабыз, балдарды бешикке салууда бешикке салабыз балдарды, тушоо тойго чакыртат, тушоо тойго барабыз, балдар чуркайт, балдардын тушоосун кескенге ошо салып кылабыз да. Шыбыраган миң сырларын элестетем өскөн жерим арташымды, курман кылам мен сен үчүн өз башымды. Кайда жүрсөм, кайда болсом менин эң жүрөгүмдө, көңүлүмдө атар бекен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин нерин төккөн көздөрүндөй, бабалардын унутулбас сөздөрүндөй. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Аман болгун ак калпакчан кыргыз элим, гүлдөй бергин алакандай кыргыз жерим. Дүйнөнүн бул бурчунан бул бурчуна шаңшый бергин кылым кескен кыргыз телим. Кайда жүрсөм, кайда болсом мени менен жүрөгүмдө, көңүлүмдө ата бекен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин мерин төккөн көздөрүндөй, бабалардын унутулмас сөздөрүндөй. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Сени менен ата журтум. Телегеже, скажите, пожалуйста, когда, с кем создан ваш коллектив? Биздин коллектив, чоң рахмат, биздин коллектив 2006 жылы мен райондогу ар бир айылдагы айымдарды кыдырып, кыргыз элинин салт санаасы унутулган. Наш коллектив был образован в 2006 году. Вы знаете, я начала замечать, что в последнее время стали забываться наши кыргызские традиции и обычаи. Это и национальные блюда, одежда, рукоделие. Тогда я решила обойти каждый район Кыргызстана и собрать всех наших женщин-мастериц. Конечно, это было трудно. Все они обладательницы разных профессий. Например, есть женщины-фермеры, учителя, медсестры. Многие из них матери-героини, родившие 10-12 детей. Нас объединяла одна цель – сохранить нашу культуру, традиции и обычаи и передать их будущему поколению. Ар бир ансамбльдин айымдары ар кайсы кызматта, мисалы үчүн бирөө фермер, бирөө мугалим, бирөө медсестра, бирөө баатыр энелер көпчүлүгү 10-12 балдары бар. Ошолор менен сүйлөшүп, гана биз бир жашоодо бул бир из калтырбайсыңарбы, иштеп бербейсиңерби деп биз 2006 жылы чогулуп программабызды түзүп, 2009 жылы Талас областына барып келгенбиз. Поездка менен Талас областына. Так, в 2006 мы составили нашу программу, и первая наша поездка состоялась в 2009 году в Таласскую область. После мы посетили Накатский район Ошской области, Кочкуратинский район Джалабади, ну и все остальные районы страны. В этом году нам исполнилось 12 лет. Я думаю, что за эти годы мы добились больших успехов. В 2013 получили народное звание. В коллективе нашего ансамбля 5 являются отличниками культуры, 2 обладатели звания почетный гражданин района, 1 отличник здравоохранения.
поколения. Остальные лучшие мастерицы по ручным изделиям в своих районах, работы которых отправляются в зарубежные страны. Каждая из них большая труженица. В прошлом году в Таласе мы стали лауреатами конкурса «Шайыр Апалар». Сувенирлерибиз Японияга кетип атат. Мен ойлойм, бул айымдар ошо тынымсыз иштеп келатышат. Мына көчмөндө эки жолку көчмөндөр оюнуна катыштык. Биринчи жолку көчмөндөр оюнунда биз өкмөттүн ыраазычылык катын алганбыз. Экинчи көчмөндөр оюнунда президенттен ыраазычылык катын алдык. Ар бирибизге берилген. Мен ойлойм, бу да ошо биздин эмгегибиз болуш керек. В этом году провели Всемирные игры кочевников, и на всех мы принимали активное участие. На вторых играх получили благодарственное письмо от президента. Думаю, что это заслуга за наш неустанный труд. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить дорогих женщин, членов нашего коллектива, за то, что уделяют свое драгоценное время. Хочу отметить также нашего музыканта Мурата Джорушева, изначально оказавшего огромную помощь ансамблю. Поэтому я верю, что с такими людьми наши ценные обычаи и традиции никогда не будут забыты. Каждая из этих женщин обладает уважением среди своих односельчан, района, семьи, является примером для своих детей. Самое главное, пусть они будут всегда здоровы и полны энтузиазма. Азыр Кыргызстандын ар бир айылында шайыр пайда болушту. Ошол мына областта биз жалгыз элдик ансамбльбиз. Азыр ар кайсы айылдарда шайыр апалар эмес түзүлүп атат. Мен ойлойм, бул апалар, байбичелер өзлөрүнүн үй бүлөсүндө кадыр баркка ээ, иштеген айылда да кадыр баркка ээ. Балдары да сыйлап турушат. Ошондуктан мен ойлоп атам, биз зор эмгек жасап атабыз. Ошон үчүн мен ушу айымдарга ыраазычылык айтар элем. Дайыма аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Эшти Кудай буйруса дагы жогору ийгиликтерге жетели деген мааниде иштеп келе жатабыз. Doesn't